На выборах президента России приняли участие более 87 миллионов избирателей. Явка в 77,44% стала рекордной в истории Новой России, сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Почти 10 миллионов избирателей смогли проголосовать на выборах президента России по месту фактического нахождения с помощью системы «Мобильный избиратель» и дистанционного электронного голосования. 21 марта ЦИК планирует провести заседание, на котором подведет официальные итоги выборов. По данным избирательной комиссии Ингушетии, в выборах приняли участие более 87% жителей региона. После обработки 100% протоколов действующий глава государства набирает 89,61%. Николай Харитонов – 3,72%, Владислав Дованков – 2,45%, Леонид Слуцкий – 2,82%. Напомню, голосование на выборах президента России длилось 3 дня и закончилось 17 марта. У нас в республике выборы традиционно проходят на хорошем организационном уровне, и эти выборы не исключение, потому что вот та подготовительная работа, та помощь и содействие со стороны и руководства республики, и органов государственной власти, и органов местного самоуправления, все это дало свои плоды, и мы смогли в таком на хорошем уровне организовать и провести такое масштабное, ответственное мероприятие, как выборы главы государства. 3 дня голосования – это не шутка, на самом деле сложновато, особенно для наших участковых комиссий, людей, которые вот в дни голосования несут на себе основную нагрузку по организации всего процесса голосования. Участки все закрылись вчера в 20 часов, как и установлено законом. На момент закрытия избирательных участков ни происшествий, ни жалоб и обращений, ни установленных нарушений законодательства в ходе проведения голосования не было. Да и на данный момент тоже отсутствуют сведения и о правонарушениях, и о жалобах, либо обращениях. Глава Ингушетии Махмуд Аликалиматов поблагодарил жителей республики за активное участие на выборах президента России. «Хочу искренне поблагодарить каждого, а также тех, кто все эти дни работал на участках», написал глава в своем телеграм-канале. Калиматов 3 дня посещал отдаленные села региона, чтобы проверить ход голосования. Нарушений в течение всего избирательного процесса на участках зафиксировано не было. Выборы прошли в штатном режиме. Ровно 10 лет назад Крым воссоединился с Россией. 18 марта 2014 года во время торжественной церемонии в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о принятии в состав России 2 новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Этому событию предшествовал общенародный референдум в Крыму, на котором 97% жителей полуострова проголосовали «за», и декларация о независимости, принятая 11 марта 2014 года. Парламент Крыма провозгласил независимость республики, после чего Симферополь обратился к Москве с просьбой включить полуостров в состав России в качестве нового субъекта. 3 дня 15, 16 и 17 марта жители Ингушетии принимали участие в голосовании в очном формате. С сегодняшнего дня и до 30 апреля возможность сделать выбор в нашем регионе, организованная в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», переходит в онлайн-формат. Поддержать проекты благоустройства могут все жители в возрасте от 14 лет. Отдать свой голос можно через подтвержденную запись на госуслугах. На территории архитектурного комплекса Кели в горной части региона обнаружен древний барельефный камень, который, по оценкам специалистов, скорее всего, является фрагментом стелы. Как сообщили в пресс-службе Джейрахско-Асинского музея-заповедника, ранее подобные рельефные изображения находили на каменных стелах и предметах одежды. Отмечается, что после проведения необходимых исследований артефакт будет передан в Краеведческий музей Ингушетии.
Федерация спортивного программирования приглашает принять участие в первом в истории региона чемпионате по спортивному программированию. Чемпионат будет проводиться в 2 этапа. Первый этап пройдет 20 марта в режиме онлайн, второй – 23 марта в формате очного соревнования. Принять участие может любой желающий в возрасте от 16 лет и выше. Основная цель чемпионата – привлечение внимания молодежи к программированию как одному из самых перспективных направлений в IT-индустрии.